Здравствуйте, меня зовут Соломатина Кира. Я учусь в 9 А классе в школе номер 7 города Салавата. Тема моего проекта «Чтобы знали, чтобы помнили». Память – это ценнейшее, что есть у людей. Именно благодаря этой памяти мы можем вновь и вновь вернуться в прошлое. Без прошлого нет настоящего. Знать свое прошлое – это долг каждого человека. Товарищи далеких дней моих, ровесники, прожившие так мало, наверное, остался я в живых, чтоб память на земле не умирала. На поле боя павшие друзья, вас было много, страстно жизнь любивших. Я ведаю, в живых остался я, чтобы рассказать о вас, так мало живших. 3 сентября 2020 года в нашей школе прошло торжественное открытие мемориальной доски, посвященной Николаю Григорьевичу Пастухову, первого директора нашей школы. Пастухов Николай Григорьевич родился 23 декабря 1924 года в селе Абызово Карайдейского района. Поскольку родился на берегу большой и красивой реки Уфимка, он очень увлекался рыбалкой и много читал. Закалялись физически, учились владеть оружием и готовы были к обороне Отечества, сдавали зачеты ГТО. Не окончив 10 класса, он добровольцем ушел в Красную армию. В августе 1943 года молодой командир отделения связи Николай Григорьевич Пастухов в составе 153-й Смоленской ордена Кутузова-стрелковой дивизии оказался на фронте. В 18 лет стал командиром отделения связи в составе стрелковой дивизии. Прошел длинный солдатский путь от краткосрочных курсов в военном училище до боевых дорог близ Ельня, Смоленска, Белоруссии, Польши, берегов Балтийского моря и был в Минском котле. Принимал участие в уничтожении крупной группировки противника около деревни Мацевичи. За участие в прорыве в районе Ельни и Смоленска Николай Григорьевич награжден медалью за боевые заслуги и за участие в юго-восточной Витебска награжден медалью за отвагу. Ожесточенные бои шли за город Августов, вспоминает Николай Григорьевич. За освобождение города Августова Николай Григорьевич Пастухов был награжден орденом Красной Звезды. И уже 28 февраля 1945 года в боях в Восточной Пруссии был тяжело ранен. После госпиталя Николай Григорьевич вернулся в родной Карайдельский район и начал работать учителем физкультуры. Учился в Бирском государственном институте. После окончания института работал директором Мишкинской средней школы и директором 8-летней школы номер 5 в городе Салавате. В августе 1966 года переведен директором средней школы номер 7 города Салавата, где проработал 20 лет. После выхода на пенсию продолжил работать учителем истории из воспоминаний дочери. Дочь Николая Григорьевича, Исакова Ольга Николаевна, вспоминает: «Мои родители вместе прожили счастливую семейную жизнь 58 лет с 1948 года, воспитали 3 детей, 2 из которых прошли по стопам родителей, 4 внуков и 6 правнуков. Он очень любил своих детей, трепетно относился к жене и дочери, и женщины в семье были окружены любовью, заботой и вниманием. Отец очень любил рыбалку, и эту любовь он сохранил на протяжении всей своей жизни. И, будучи уже взрослым, часто возвращался в родные места, чтобы порыбачить и покататься на лодке. Папа очень любил стихи Рамсула Гамзатова. Любимой его песней была в исполнении Марка Бернеса «Журавли». В архиве школьного музея я нашла статью «Сквозь туман времени» из газеты «Выбор». Николай Григорьевич уже в 100-й раз, а может и в 1000-й, рассказывает школьникам о войне, не с тем, чтобы бравировать героическими поступками, скорее из чувства долга учителя и солдата. Он знает, слушая его, ученики изучают историю войны не по учебнику, датам и планам военных генералов, а на примере живого свидетеля боевых действий. И этот особый советский характер помогал Николаю Григорьевичу в боях, трудных переходах, ночных вылазках, в череде армейских военных буден. Хоть ты и не трус, но и одной смелости на фронте недостаточно, главное победить. Не раз повторял молодому связисту Пастухову и его однополчанин капитан Алексей Невзоров. Эта заповедь придавала сил. Выбранная мною тема проекта не только актуальна, но и интересна и имеет практическую значимость.
Работая над раскрытием вопросов, поставленных в ходе изучения темы, я сделала вывод о том, что память остается жива по сей день. Поставленная цель изучения биографии Пастухова Николая Григорьевича как ветерана войны, первого директора моей школы, достигнута. Результаты проекта обработаны и рекомендованы для проведения уроков мужества. Работа будет представлена учащимся школы для ознакомления с жизнью Пастухова Николая Григорьевича. Данная работа имеет продолжение, то есть мы будем описывать историю жизни других ветеранов Великой Отечественной войны. Таких героев в России много, их нужно знать и ими нужно гордиться. Ты, чтобы выжить, должен побеждать. Николай Григорьевич Пастухов. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса.